Украденные исламские науки. Около 1000 лет назад установился новый мировой порядок. Между мусульманами и христианами началась борьба за владение священным городом Иерусалимом. Но мало кто знает, что мусульмане в то время достигли таких успехов в научно-техническом развитии, о которых европейцы могли только мечтать. Об этом и многом другом смотрите через несколько минут в программе «Мир чудес». Рад снова приветствовать вас на передаче «Мир чудес». Сегодняшняя наша тема – украденные исламские науки. Образ ислама, сложившийся в нашем представлении сегодня, это результат стараний экстремистов, которые выбрали своим путем насилие и террор. На самом же деле, истина далека от этого. Я предлагаю вам совершить небольшое путешествие во времени и перенестись в эпоху крестовых походов. Мы, христиане Европы, зачастую сами развязывали войны, распространяли насилие и стояли во главе самой масштабной деятельности по хищению научных знаний, которую только знало человечество. И что самое удивительное, в наших школах редко говорят о том, что благодаря арабской культуре мы добились очень многого. Около 1000 лет назад установился новый мировой порядок. Начало войны между мусульманами и христианами за Иерусалим. К тому времени мусульмане пользовались такими достижениями научно-технического прогресса, о которых европейцы могли только мечтать. В то время как церковные лидеры активно занимались промышленным шпионажем и считали научно-технические успехи мусульман происками дьявола, последователи ислама пользовались своеобразными очками для чтения, а иметь хорошие часы для мусульманина периода крестовых войн было делом привычным. Открытия мусульманских ученых даже в области медицины вызывали у церкви гнев и отвращение. Ватикан в течение сотен лет всячески скрывал научные достижения арабского мира от народа и продолжает это делать по сей день. Возможно, причина того, что в наших умах укоренилось такое негативное представление об исламе, обусловлена тем, что историю пишут победители. В средние века этим занимались ортодоксальные служители церкви, прекрасно владевшие латинским языком и для которых ислам являлся заклятым врагом. В 1187 году противостояние мусульман и христиан достигло высшей стадии обострения. Многочисленное мусульманское войско под командованием опытного арабского правителя и полководца Салахуддина готовилось к сражению с крестоносцами. Салахуддин был убежден, что для полной победы над врагом нужна не только непоколебимая вера и высокий моральный дух. Вместе с этим необходимо активно использовать достижения научно-технического прогресса и тактические навыки. Такой точки зрения придерживались все мусульманские предводители Средневековья. Новая религия не только призывала к постижению наук, но и всячески подталкивала людей к творчеству, к созданию новых и совершенствованию имеющихся знаний. Она открыла все пути для желающего постичь науки. Мусульманские воины были уверены в своих силах и рассчитывали только на победу. Они были полны решимости встретиться на поле боя с грозной армией крестоносцев. В то время как мусульмане занимались разработкой тактики ведения предстоящего сражения, европейцы, или как их прозвали мусульмане, крестоносцы, были уверены в силе своего оружия и своей богоизбранности. Они требовали от своих солдат только одного – готовности к беспощадной борьбе с врагом до победы. Такая безжалостная политика дала возможность крестоносцам жестко контролировать священный город. Около 100 лет Иерусалим находился под их властью. Этот город одинаково свят как для мусульман, так и для христиан. Священная книга мусульман Коран сообщает нам, что пророк Мухаммад был вознесен из Иерусалима в небеса. А в Писании христиан, Евангелии, говорится, что в нем же был схвачен, распят и затем погребен Иисус. Такой статус сделал Иерусалим предметом жестоких войн между мусульманами и крестоносцами, которые продолжались на протяжении сотен лет.
В начале июня 1187 года две огромные армии встретились в местечке Хиттин между Тверией, городом, который в то время находился в руках мусульман, и Сепфорисом, подконтрольным христианам. В этой местности произошла решающая битва между двумя противоборствующими сторонами. Меня зовут Ибн Аль-Асир. Я ученик Багауддина, самого великого исламского ученого своего времени. Я очень хочу узнать, что находится внутри этого сундучка. Надо воспользоваться отсутствием учителя и взглянуть на его содержимое. Не торопись, сынок. Ой, он здесь. Он объяснил мне, что я не смогу открыть его даже с помощью ключа. Сундучок защищен новым видом замка. Его можно отпереть только если повернуть эти маленькие рычаги в определенную сторону. Не понимаю, какая польза от этого изобретения. В XII веке нашей эры исламский ученый Аль-Джазари изобрел множество механических устройств, в том числе и первый в мире кодовый замок. Он состоял из 4 маленьких замочков с шифром из 12 символов и надежно хранил спрятанное. Этот замок сделан специально для сундука. Он запирает сундук. Его сделали по рукописным чертежам, составленным в XII веке. Чтобы открыть замок, ключи не нужны. Надо только помнить правильную комбинацию. Если человек владеет верным шифром, остается только повернуть эти ручки так, чтобы они подходили под замочек, после чего зубцы и внутренние механизмы разойдутся, и замочек откроется. И мы без проблем можем отделить крышку от сундука. Ах, вот как он работает! Я такого никогда не видел. Учитель Багауддин показал мне, что хранится в сундуке. Книга? Дай-ка спрошу у него, что это за книга, которую надо так беречь? Это бесценное сокровище ислама. Книга знаний. Посмотри сюда. Он объясняет мне, что эта книга содержит в себе описание величайших достижений исламской цивилизации. Она поможет нам победить. Учитель показал мне много интересных изобретений мусульманских ученых, которых никто раньше не видел. Наука у мусульман достигла такого прогресса потому, что они занимались ею ради возвышения ислама и совершения богослужения на должном уровне. Это желание подвигло мусульманских ученых на создание приборов для точного измерения времени. Таких, например, как эти стаканные часы, которые изобрел Аль-Джазари в XII веке. Это модифицированный макет известных песочных часов. Они состоят из верхнего и нижнего отсеков, но вместо песка здесь используется проточная вода, которая стекает из верхней части конструкции в нижнюю. В верхнем отсеке находится бобина и закрепленный на веревке шарик. Когда уровень воды понижается, веревка заставляет бобину двигаться. Таким образом, фигурка писателя, находящаяся на самом верху, движется по кругу и показывает нам, сколько времени прошло с момента начала работы часов. Это великолепное устройство было сконструировано не просто ради точного измерения времени. Часы в мусульманских странах были придуманы для установления точного времени пятикратной молитвы. Это было проявлением богобоязненности с одной стороны и декоративным украшением с другой. Исламские ученые смогли доказать свое лидерство не только в механике, но и в других науках. Учитель Багауддин сделал меня помощником, и, может, в будущем я стану его преемником. Но мне надо изучить еще многое из научного наследия моих предков. Что это за камень? Я такого раньше не видел. Мой учитель объяснил мне, что это отполированное стекло. Оно помогает глазам лучше видеть. Я раньше слышал, что греческие ученые изучали работу человеческого глаза.
В XI веке арабский ученый Ибн Аль-Хайсам развил греческие исследования и пришел к выводу, что отполированное стекло обладает увеличительным свойством и улучшает способность человеческого глаза видеть. Кажется невероятным, что мы достигли такого прогресса в науке, но наши воины все еще не смогли воспользоваться всем этим в войне с крестоносцами. Я спросил учителя, почему мы до сих пор не можем разбить крестоносцев раз и навсегда. На что он ответил: потому что среди мусульман нет единства. Постоянные междоусобицы не позволяют собрать сильную армию. Но все изменилось, когда к власти пришел султан Салахуддин. Ему удалось сплотить мусульман и собрать армию из 30 тысяч воинов. Учитель Багаудин объяснил мне тактику мусульман в предстоящем сражении. Он уверен, что мы победим, если используем все наши силы и воспользуемся слабыми местами нашего врага. Самая эффективная сила мусульманской армии – это лучники. Кроме лука и стрел, у них есть оружие для ведения ближнего боя – копье, которое можно было использовать и на дальнем расстоянии. Большинство лучников были конными, что позволяло им избегать прямого контакта с врагом и атаковать его издалека. В бою они должны были отходить в сторону, поливая противника дождем копий и стрел. А крестоносцы были обучены только ведению ближнего боя. Они были вооружены железными доспехами, шлемами, щитами и мечами. Но у всего этого снаряжения был один большой минус. Оно мешало передвижению. 40-килограммовые доспехи ограничивали движение и, несомненно, утомляли в сражении против легкого и быстрого противника. Но в ближнем бою одолеть крестоносцев было сложно. Я очень боюсь таких врагов. Они как фанатичные боевые машины. Мы непременно должны одолеть их завтра. Примерно так происходила битва в Хиттине 4 июля 1187 года. Войско крестоносцев насчитывало 25 тысяч воинов, а мусульман было 30 тысяч. Ударная сила мусульман состояла из пехоты, а с флангов их защищали конные лучники. Крестоносцы же основные силы сосредоточили в центре для нанесения сокрушительного удара. Когда противники сошлись, мусульманские копьеметатели окружили врага и осыпали его градом копий и стрел. Крестоносцы не были готовы к такому повороту событий и не смогли пробиться из окружения. Они проиграли сражение и вскоре вынуждены были сдаться. После поражения в Хиттине они потеряли Иерусалим. Основная часть их армии была разбита. Вернуть Иерусалим уже было невозможно. Таким образом, султан Салахуддин положил конец столетнему господству крестоносцев в священном городе, после чего разрешил жителям-христианам и уцелевшим солдатам беспрепятственно покинуть священный город. Но он еще не знал, что эта победа открыла двери для заимствования Западом достижений арабской науки.